Каждый год 5 октября отмечается Всемирный день учителя. Это профессиональный праздник всех работников сферы образования. В этот день их благодарят за вклад в развитие общества. Труд учителя – это ответственная работа и даже настоящее искусство. Это доказывает Игорь Гусев, учитель китайского языка в Чебоксарской школе номер 55. Наша съемочная группа побывала на необычном уроке. Учитель – это призвание. Именно так считает Игорь Гусев. Китайский язык он учил в Чувашском педуниверситете, а после прошел стажировку в стране с самым большим населением. О том, чтобы передавать свои знания и быть наставником, педагог задумался еще в детстве. Я целенамеренно шел на это. Я знал, что я хотел преподавать. Все началось очень странно. Это с художественной школы, когда где-то уже на высших классах художественной школы я начал помогать остальным детям, которые меньше. И вот как-то мне это все понравилось, и таким образом я сначала закончил среднее профессиональное на педагога, и потом еще выше. Фонетика, чтение, письмо и сложная наука, и иероглифы. Всему этому Игорь Сергеевич пытается научить не только традиционными, но и игровыми методами. То есть лаоши, а потом праздник. В школе весело, потому что сегодня день учителя. Так переводится эта фраза. Задача ребят – расставить иероглифы, чтобы перевести предложение на китайский. Но это только один из этапов. Следующий – правильно поставить тона в словах. Третий тон, как будто мы укачиваем ребенка. И четвертый – это вниз, как будто что-то уронили. Я произношу первое слово. Готовы? Го. Китайский сложный, но в такой форме его легче изучать. Он интересный. Уроки проходят весело, в соревновательном виде. Важно быть с детьми на одной волне, считает Игорь Гусев. Тогда уроки проходят интересно и для учителя, и для ребят. Самым сложным испытанием этого дня оказались мемори-карточки. Семиклассники, которые изучают язык 3 года, соревновались с девятиклассниками, которые с ним дела никогда не имели. Задача по памяти найти пары одинаковых иероглифов. Было интересно, познавательно. Весело. Нам очень понравилось. Да. Но китайский сложный. Если бы у нас была возможность, мы продолжили изучать китайский язык. Разделяется на 2 лагеря. Те, кто хотят изучать, и те, кто скептически относятся к этому и говорят, зачем нам китайский, мы никуда не собираемся ехать. Я им отвечаю очень просто, на самом деле. Говорю, я вас здесь учу не китайскому языку, а с помощью китайского языка заставляю думать головой. А это умение всегда пригодится. Еще Игорь Сергеевич постоянно участвует в конкурсах педагогического мастерства и скоро отправится в Москву на форум классных руководителей. Один из 12 от всей Чувашии. Анна Центовская, Павел Редков, Республика.